Встреча глав МИД Абхазии и России Олега Барциц и Сергея Лаврова прошла 1 октября в Сочи. Также в этот день состоялась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Южной Осетии Ахсара Джиоева, на которой обсуждались вопросы международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Итоги встречи оценит политолог Беслан Камки. А сегодня в нашей студии. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Итак, как бы вы оценили итоги и само значение в целом этой встречи? Да, встреча, конечно, была вызвана рядом обстоятельств. Международная напряженность, она всех сейчас задевает, все регионы, Южный Кавказ в том числе. И, естественно, здесь и те вопросы, которые были запланированы задолго, и они находятся в поле зрения Министерства иностранных дел. И, в общем, то, что была встреча, оно было подытожено о том, что было сделано, и с двух сторон было выражено удовлетворение тем процессам, которые идут в плане решения тех вопросов, которые были поставлены: здравоохранение, инфраструктура и обороноспособности, то есть и плюс много нового тоже было сказано о том, что открываются большие перспективы в развитии повышения квалификационного уровня МИДовских сотрудников из Абхазии, которые будут проходить стажировку МГИМО, создание Центра просвещения и образования знаний, общества знаний, так сказать, это новое, да. И, в общем, надо сказать о том, что высоко оценивается значимость Абхазии и Южной Осетии в тех условиях, которые сегодня имеем на Южном Кавказе, в плане активизации внешних игроков, переформатирования тех, так сказать, тех соглашений, тех принципов, по которым были установлены 3+3, я имею в виду. Вы знаете, что последние события, в общем, говорят о том, что внешние игроки больше активность проявляют на Южном Кавказе. Я бы сказал, что положительные моменты — это в плане, в русле тех соглашений, того договора, который существует. Здесь есть и новое, и то, что было планировано, запланировано. Кстати говоря, о сотрудничестве по внешнеполитическому курсу, ведомству, когда сотрудничают МИДы России и Абхазии, план консультаций был принят как раз ради того, чтобы это взаимодействие активизировать, видимо, как вы считаете. Да. То есть план консультаций, который предусматривает рассмотрение актуальных вопросов двусторонних отношений всегда, и развитие двусторонней договорно-правовой базы. Как вы видите этот пункт, как он практически реализовался и будет реализовываться с учетом того, что реально план принят на 2026-2027 годы, то есть наперед, на перспективу? Да, это документ, который позволяет координировать действия, в дальнейшем упорядочивать встречи, намечать и корректировать достигнутое. Конечно, оно в рамках договора, все-таки базовый договор, который у нас союзнический договор, он позволяет, в общем, детализировать, конкретизировать план действий, в плане интеграции экономического, социального пространства. Там есть в договоре о создании единого экономического, социального, культурного, оборонительного пространства, что и предполагает идею союзного государства. Здесь есть момент, где развивать нужно положение того, и оно осуществляется планово. Я бы так сказал. Кстати, было обращено внимание в этом плане на информационное сопровождение внешнеполитической деятельности МИД и Абхазии, и России. Видимо, это взаимодействие. Насколько важен этот момент, информационное сопровождение в наше-то время? Да, информационные, вы знаете, сейчас сфера информации, оно включено в одно из средств гибридной войны, один из способов ведения войны, так сказать, в этих условиях информационные потоки, они необходимы, отвечающие реальным условиям, реальным геополитическим изменениям. Знаете, что форум ШОС, он задал новые параметры, новые взгляды на новый миропорядок, который вот-вот формируется, оно уже задано. И в этих условиях
нужно сбалансировать те взгляды, те оценки, которые существуют в глобальных потоках информационных. Мне кажется, что здесь удачно нужно сочетать все вот вызовы, которые осуществляются в информационном поле, и здесь не отставать от этих вот, можно сказать, того видения, пусть они какие будут, но, естественно, независимо от того, что там, как о нас говорят, что они говорят, мы должны довести, так сказать, на реальные события, в историческом контексте, в реальных событиях, вот, экономических. В общем, новое видение, оно необходимость, и она задана форумом Шанхайской организации. Скажите, а вот сама встреча, что она, вот по-вашему, ну, должна демонстрировать, скажем так, вот миру, да? Мгм, мгм, То есть произошла встреча, крупнейшая держава мира, да, мгм, Российская Федерация, Абхазия, Южная Осетия. Вот мгм, что вот этот тандем, как он, как, скажем так, оценивается, как он вообще эта встреча как воспринимается, на мгм. ваш взгляд, или должна восприниматься? Мгм, мгм. Да, Что она демонстрирует? я думаю, что вот эти встречи такого уровня, оно не должно никого, как сказать, и удивлять уже, потому что она исторически заданные параметры для таких встреч, для такого взаимодействия, для такой интеграции. Есть история, общая история, есть культура, которая нас сближает. И мы, Абхазия, Южная Осетия, не выбрали какие-то атлантические или европоцентрические взгляды. И мы остаемся преемственными тех ценностей, которые нас формировало долгие десятилетия, если не столетия. Поэтому мне кажется, что Россия таким образом демонстрирует, вот скажем так, демонстрирует приверженство вот этим традициям историческим, и геополитические традиции, геополитические интересы здесь, они, естественно, заданы. Это сопредельная страны Южной Осетии, Абхазии с Россией. Здесь повышенное влияние как в истории, как было, как и сегодня, западных кругов. Они здесь, естественно, Южный Кавказ так или иначе находится в сфере повышенного интереса. И поэтому российское присутствие вот в Абхазии, Южной Осетии, можно так сказать, оно, естественно, задано естественными параметрами. Поэтому роль и значение, она вытекает из объективных параметров безопасности и вызовов современности на Южном Кавказе. Вы знаете, что как Турция активизировалась, как тот же трамповский коридор, который его называют, он очень вызывает много вопросов. Вот, он заменяет тот проект, та платформа, которая была выработана 3+3, которая позволяла взвешенно, сбалансированно принимать решения. Ну, если это откладывается, то возможность покажет, как в будущем сработают эти несбалансированные решения. Я думаю, что Южная Осетия и Абхазия будут занимать все большую и большую роль в связи с глобальными изменениями. Если мы говорим о переходе на многополярный мир, то Абхазия и Южная Осетия еще больше открывается перспектив в плане его дальнейшего международного признания. Мгм. Что касается консультаций в плане международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, вот это как раз скажем так, три стороны М. участвуют в этих консультациях. И что и что, как вы думаете, демонстрируется, скажем так, той же Грузией в рамках того, что есть такая взаимосвязь, взаимодействие в этих переговорах? Ну, с точки зрения Грузии, я думаю, что здесь ее, скажем, последняя внешнеполитическая активность самой Грузии, оно в какой-то мере сдерживало себя от открытой конфронтации, с открытием второго фронта. Вы помните, что очень много усилий Запада прилагалось для того, чтобы Грузия открыла второй фронт. Ну, здесь надо дать должное, что это не произошло. Но, тем не менее, курс в Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии не поменялся. Признание их статусов, оно никак не официально не подтверждается. Но и в связи с этим остается вот та реальная картина, при котором Россия, подписав договор, признав Южную Осетию и Абхазию, она
реализует те пункты, которые там указаны. Дальнейшее продвижение в плане признания Южной Осетии и Абхазии, оно вызвано всякими, сейчас повторюсь, что оно вызвано исторически, оно вызвано и современными, реальными. То есть все должны понимать, что регион повышенного влияния со стороны западных кругов, политических кругов, всех. Да. Готовность совместно работать в рамках вот этих переговоров, это тоже большой, скажем так, вклад в то, чтобы и нашу, как бы, скажем так, дипломатическую линию усилить, да, и, возможно, хотя многие критикуют женевские дискуссии, возможно, когда-нибудь будет какой-то результат. Да, конечно, от активности сторон здесь зависит многое. Да, Южная Осетия, Абхазия должны демонстрировать, вот, скажем, успехи в тех проектах, которые вот поддерживаются российской стороной. То есть на деле. Вот именно подошло время, возможно, еще вот как-то обратить внимание на то, что суверенитет, он зиждется на реальных делах, насколько эти страны, возможно, его наполняют реальным содержанием. И на этот счет существует понимание в политических элитах действующих, да, все больше и больше усиливать свои бюджетные накопления, совершенствовать управленческий, административный потенциал. Я думаю, что здесь в дальнейшем перспективы этих республик, они будут расширяться, и надо сказать еще раз о том, что они не без оснований. То есть имеются экономический контекст, есть социальный контекст, есть и культурный, и геополитический, естественно, контекст, он остается. Олег Барцыц, кстати, подчеркнул, что республика наша активно реализует внешнеполитическую деятельность при помощи МИД России. И вторая была мысль о том, что именно Россия как бы обеспечивает безопасность, и в этом направлении работа только усиливается. Вот этот момент тоже, мне кажется, один из важнейших вот в этих переговорах. Да, вы правильно заметили, что эти направления не получают импульс, дальнейший импульс. Вот Россия предоставляет возможности Абхазии в этом огромном потоке информационном, чтобы она достойно занимала то место, которое она заслужила. И в плане экономического развития, также социального развития, также все идет. И предоставляет свои площадки. А в ВДНХ было сказано, Олег Барцыц, о том, что там открывается площадка. Новых и так далее. Инвестиции. Все это способствует тому, чтобы нормальные отношения развивались. И это соответствует справедливости. Спасибо вам большое. Я напомню, что встречу глав МИД Абхазии и России Олега Барцыца и Сергея Лаврова, которая состоялась в Сочи 1 октября, прокомментировал политолог Беслан Канки.